кажется, что Гагаузия могла бы быть очень привлекательным регионом как раз в сфере туризма. У вас разводят лошадей, у вас прекрасные всякие винодельческие комплексы, у вас есть места так называемого религиозного паломничества, да? Но чего у вас точно нет? У вас нет много нормальных гостиниц. Не очень хорошие дороги, уже стали хорошие дороги между Кишиневым и, скажем, Камбратом, но внутри Камбрата, конечно, дороги далеки от идеала, да? Кстати, эта ситуация в самом Кишиневе, там тоже, слава богу, таких мест. У вас плохо налажена, ну, скажем, такая информационно-привлекательная часть. Как делать так, чтобы как бы заманить людей разными вещами, да? Это здесь точно еще много чего нужно делать. У вас прекрасные музеи. Мы были в вашем музее, я 4-й раз у вас здесь, да? И мы были, наверное, во всех уже ваших основных известных музеях. Но у вас нет сувениров. То есть я хочу что-нибудь купить, повезти в качестве подарка. То есть они есть, но их очень мало. На самом деле это вещь, которая туристам ставит деньги, только она должна быть квалитетная. И то, что мы сейчас начинаем развивать, так называемую творческую индустрию, да? В том числе национальное рукоделие, национальные сувениры, это все у вас есть, а купить как-то не очень. Одна из главных проблем, и это, мне кажется, должны понимать четко в Молдавии, что европейское соучастие требует довольно серьезных жертв. Не только как туда идти, а самое главное, европейские стандарты. Я хочу спросить, например, готовы ли, скажем, те же самые производители огурцов, что кривые огурцы не могут поступать на продажу. Они запрещены. Или грибы, я не знаю, есть ли у вас грибы или нет, но у нас это очень актуальная была тема, только шампиньоны. Остальное, если только открытый специализированный там какой-то ресторан, лесная там пища или что-то, и то под определенным. Эти стандарты для школьных столов. Замучились. Говорят, вот сейчас в Гагаузии серьезная проблема с отоплением. Дрова кончаются, газ дорожает, что это будет, да? У нас очень активно развиваются альтернативные источники отопления. Биотопливо, ветряки, ветряные мельницы, эти самые электростанции, дальше различные теплонасосы, с помощью которых используют тепло шахтных вод, тепло земли. И здесь мы очень активно работаем. Пожалуйста, мы готовы этим опытом тоже делиться. И наверняка, и это может оказаться полезным.